Что нас ждет? Долго ли продлится кризис экономики? Поможет ли нам антикризисная программа правительства? Каково будущее нашего государства? Как развиваться республикам? Как обрести провозглашенный суверенитет? Вопросы, вопросы. Их в нашей жизни сейчас больше, чем ответов. Для большинства населения нашей страны, и это подтвердил референдум, остается еще надежда – подписания союзного договора. Президиум Верховного Совета Казахской ССР совместно с Институтом государства и права Академии наук СССР и Институтом философии и права Академии наук Казахской ССР провел недавно в Алма-Ате в Доме дружбы круглый стол по проблемам союзный договор, суверенитет и Конституция Союзной Республики. Открывая дискуссию, председатель Верховного Совета Казахской ССР Эрик Махзумович Асанбаев сказал: перспективы его подписания сегодня не такие радужные, как представлялись в первое время после публикации проекта договора, разработанного с участием рабочих групп большинства республик. Здесь обращают на себя два момента. Первый. Все мы дети своего времени, и оно исподволь цепко держит нас в рамках того мышления, которое утвердилось в нашем сознании. Это сказалось и в опубликованном проекте. Если сложить полномочия Союза и сферы совместного ведения, то для суверенных шагов суверенных республик пространства не остается или остается очень мало. Второй момент. Договор состоит из общих положений, которые для их применения в жизни требуют достаточной конкретизации, не допускающей разнотолков. Предусмотрено, что это будет сделано в протоколах и приложениях к договору, которых еще нет. Наше предложение посадить за них немедля рабочие группы от республик не встречают никакой реакции со стороны Верховного Совета СССР и аппарата президента страны. Не исключено, что, возможно, какие-то силы в центре работают над их составлением, но надо бы, чтобы это делалось сразу вместе с республиками. Потому что совершенно ясно, что в каком бы цейтноте мы потом не оказались, без наличия удовлетворяющих республики приложений, они союзный договор, по-видимому, подписывать не станут. Поэтому куда разумнее делать эту работу сообща с самого начала. Еще один конкретный вопрос. Принципы формирования высшего союзного законодательного органа, заложенные в проекте договора, сохраняют прежнюю неравноправность республик. Вместо их равного представительства в союзном органе создаются прямые условия для превосходства, скажем, 2-3 крупных республик. Или взять другое. Что из себя представляет союзная собственность? Кто ее собственник? Верховный Совет, Фонд по управлению госимуществом. До сих пор она выступала, мы все знаем, как собственность союзных министерств и ведомств. Кто будет собственником в отраслях совместного ведения? Словом, на пути к заключению союзного договора еще предстоит сложная работа по состыковке интересов союзного центра и республик, взаимных интересов самих республик. Почему эта работа интенсивно не ведется, вызывает искреннее недоумение, ибо обстановка в стране не оставляет времени для раскачки. О суверенитете республики. Федерация, построенная на бесправии республик, принесла печальные плоды.
Прошедший по стране процесс суверенизации республик – это свершившийся политический факт, его никак не обойти и не сбросить со счетов. И потому союзный договор, не считающийся с этим, поддержку республик не найдет. Тут кроется, пожалуй, самая сложная правовая и политическая проблема. Найти рациональное и приемлемое для всех сочетание общей федерации и суверенности входящих в нее республик. Нащупать пути, говоря словами нашего поэта Олжаса Сулейменова, как возвысить степь, не унижая горы. Речь идет о том, чтобы здесь не переступить ту грань, за которой может последовать развал общесоюзного экономического пространства, развал единого государства. Сложная и диалектическая задача. Еще одно обстоятельство. У каждой республики свои первоочередные пути реализации своего суверенитета, улучшения жизни своего населения. В Казахстане, например, решение многих проблем упирается в упорно охраняемую центром жесткую монополию внешних связей. В наших условиях без широких прав в этой области суверенитет республики будет пустым звуком. Во-первых, децентрализация внешних связей позволит нам решить многие социальные вопросы. Скажу, что если продать на мировом рынке всю годовую медь Джесказгана и Балхаша, закупить там на всю выручку товары народного потребления и продать на внутреннем рынке по нашим ценам, объем продажи по стоимости будет равен годовому товарообороту республики. Пример, естественно, гипотетический, но убеждает. Мы ставим вопрос, разрешить нам продавать на зарубежном рынке при наличии покупателей хотя бы 5% от общего объема производимой продукции. Люди требуют от нас конкретных шагов, ссылок ни на кого не принимают. Поэтому сегодня для каждой из республик проблемы укрепления и реализации суверенитета не просто вопрос престижа, но и вопрос ответственности перед своим народом. Большое значение здесь придается созданию новой Конституции, которая должна быть прежде всего правовым, а не политическим документом. Свои позиции по обсуждаемым проблемам высказали директор Института государства и права Академии наук СССР Топорнин, председатель Комитета по экономике Казахской ССР Абдулаев, академик Академии наук Казахской ССР Зиманов. Мои предложения были такие, если говорить о союзном договоре. Первое. Превратить документ из политического в юридический учредительный документ. Политическим он был и в 2022 году этот документ, и нынешний проект. Что это означает? Во-первых, решить в первую очередь судьбу собственности. Во-вторых, оставить союзному органу только исключительные полномочия. А вот это совместные полномочия, это от лукавого. Это функция рыночного механизма, а не правительственные функции. Значит, оставить исключительные полномочия Союза, и все остальное отдается во власть республикам. Следующий шаг. Надо обязательно закрепить обязательства республик по разгосударствлению и приватизации собственности в этих республиках. Причем масштабы, объемы приватизации отдать им на откуп, потому что каждая республика в силу национальных особенностей имеет тут различные возможности. Но общие контуры записать уже в этом союзном договоре. Третий момент. Я предлагаю везде в союзных республиках закрепить государственный язык, оставив это право за коренным народом, который там проживает. Вопрос же об утверждении единого государственного языка Союза может быть решен только в плане международных отношений. Здесь должно работать не государственное право, а международное право. Другими словами, не нужно закреплять русский язык как общегосударственный язык. Он должен, это великий язык международного общения, он должен получить вот такой статус.
Ведь в международном праве не закрепляется официальный язык английский или русский как государственный. Это язык общения этих сторон. Вот у меня вот такие мысли.